Автор этой мелодии, убеленный сединами адык из Турции Минов Аширов, вряд ли когда-нибудь мог предположить, что его горы Кавказа не только вновь зазвучат на земле горцев, но и, как это принято говорить, смогут войти в музыкальные чарты. Исполнительница музыки Афашижева, ученый-фольклорист Дежин Чурей, редкий гость абхазской эстрады. Сотрудничество с известными музыкантами стало для нее, по собственному признанию, прекрасной возможностью популяризации народных мелодий. Идея абхазо-адыгский наигрыш, чтобы сделать совместную такую работу, это для народа, для культуры, это необходимо сейчас, потому что мы все время говорим, мы очень близкие народы, по языку, по генетическому, это все ясно, но в культуре, в традициях, в искусстве тем более, это очень нуждается именно сейчас. Именно вот народную нашу музыку мы с эстрадой еще не смешивали. То есть мы это всегда как-то делали так, вскользь, осторожно очень. И сейчас это будет такая серьезная работа для нас. И цель у нас такая, чтобы наша музыка народная, пусть она чуть там в другом современном звучании, но опять получила новую жизнь. Популяризировать через современное звучание, так скажем, потому что чем-то надо зацепить и молодежь, потому что есть молодежь, которая, наверное, слушает народную музыку, а есть, которые как-то нужно достучаться. Идея звучания абхазской народной музыки в современной обработке возникла во взаимодействии музыкантов Ама Рекордс и их друзей из компании первого мобильного оператора Абхазии «Аквафон». Именно друзей, потому что словом «спонсор» тут всего не скажешь. Слишком много сделано вместе за последние 5 лет, чего стоят только 2 части проекта «Харахару Арихабы», военные песни, из которых поет вся страна. Асаркял – очередное совместное детище, к рождению которого Аквафон и Ама Рекордс идут уверенно и поэтапно. Мы помогли им пройти обучение в немецкой студии «Штайнберг». В прошлом году завершилось обучение. В этом году вот те знания, которые получили ребята в ходе обучения, уже стоят на службе проекта «Асаркял». Очень интересно наблюдать за работой профессионалов. Вообще видим работу Ама Рекордс как очень патриотичное, очень осмысленное, глубокое начинание, поскольку все, что делают ребята, оно пронизано как профессионализмом, так и глубокой любовью к нашей национальной культуре. Компания «Аквафон», с которой мы там делали другие проекты, уже известные, поддержала идею нашей поездки на повышение квалификации, если так можно назвать. И все это было связано уже с этим проектом. То есть мы поехали как-то повысили, скажем, знания с тем, чтобы применить уже в этом проекте. И потому получается, что по сути у нас такая была долгая разработка именно этого проекта с компанией «Аквафон», и потому уже вопросов особо не было. И им идея понравилась, и как-то у нас совместно все и пошло. Композиция «Горы Кавказа» – начало будущего полноценного альбома, в котором будет как минимум дюжина треков. Первый диск проекта «Асаркял» планируется выпустить уже к концу 2016 года. Вслед за Дежин Чурей в него войдут и многие другие исполнители народной музыки. Имена пока держатся в секрете, но, как обещал Анри Гумба, сюрпризов будет немало. А пока впереди у ребят ежедневная работа над совершенствованием современного звучания наших древних народных мелодий. Рустам Зантария, Рамо Камкия, Абаза ТВ.